Тема стихов еще займет сегодня особенное место в нашем концерте. Но для него были очень важными два кумира. Это Пушкин и Высоцкий, два великих русских поэта. Благодаря творческому дару, благодаря творческому, поэтическому таланту Алексей Васильевич, например, познакомился с Валентином Гафтом, который тоже пишет стихи и эпиграммы, и много с ними выступает. Алексей Васильевич часто со своими кумирами вступал в такие страстные, бурные, виртуальные диалоги. Он спорил с ними, иногда рассказывая об этом друзьям или коллегам, а иногда писал даже ответы на какие-то особенно затронувшие его душу поэтические произведения. И вот встречу с Валентином Гафтом, выступление Алексея Моисеенко на юбилее Гафта в Москве я предлагаю вам увидеть собственными глазами. А после этого студент колледжа искусств актерского отделения Иван Николайченко прочитает одни из любимых его стихов. И солистка ансамбля «Асья К» Екатерина Курочкина споет русскую народную песню, которую исполняла вместе с Алексеем Васильевичем на последнем его концерте «Мои кумиры» о Федоре Ивановиче Шаляпине. А сейчас внимание на экран. Высоцкий. Я сейчас прочитаю, и выйдет на сцену особый человек, которого я полюбил по-настоящему. Алексей Васильевич, выйдите, пожалуйста. Сейчас я вам расскажу коротко. Мы познакомились с ним на улице в Баден-Бадене. Он подошел навстречу, и я прочитаю вам стихи, я сказал, я вам и такой же сумасшедший, как я, значит. Потом я приехал в Сыктывкар, у нас был вечер. Это чудо-человек. Он сочиняет, он думает. Живет в Сыктывкаре. Сегодня он согласился спеть что-то. Я специально его пригласил сюда. Счастлив вас видеть. Дорогие друзья, дело в том, что судьба меня свела с Валентином Ильичем, и в моей жизни появились такие удивительные моменты, что я могу вот здесь стоять перед знающей публикой, интеллигентной публикой, московской публикой. Я окончил Московскую консерваторию и жил на улице Малой Грузинской, в доме 22/24. Но рядом в доме жил Владимир Семенович Высоцкий. Он был нашим кумиром. И так получилось, что лет 20 назад я написал песню. Очевидно, вы знаете, у него здесь замечательные песни про коней, которые спасли его, и тех коней, которых он загнал. Кони резвые, кони вдаль несут, вы первые, я не первый тут, я пою про вас песню тихую, боль в груди моей не утихла. Ах, как пел ты нам про коней своих, что спасли тебя от волков степных. Как догнать тебя не хватило сил, хоть коней загнать, кто ж их научил? Я б тебе помог, только ты все пел. Я б тебя сберег, только ты терпел. Жил не каялся, пел, гулял, любил, а приставился, будто и жил. Ты ушел от нас вдаль безвестную, под копытами
коренной бежит ровной рысью, престижные сны спины лисьи, кони красные из страны твоей унесли тебя, не сдержать коней вдаль бесстрастную, бесконечную. Там в безвременье будешь вечным ты. Надо мной сейчас где-то в вышине кони мчат тебя по чужой стороне. С Богом рядом ты, в том сомнения нет. Он простил тебе все грехи поэт. Уж коней твоих будут помнить все. Много лет пройдет на родной земле, ты останешься в гонке бешеной. За тобой идут люди грешные, но я своих берегу пока, плеткой редко бью по крутым бокам и пою про то, как жалею их, и про то, что ты не сберег своих. Не пожалей, мне на запад не годится. Затоскую, ошалею и пойду с горы катиться. И начну страдать до смерти, разболею, что нет мочи. В той кромешной круговерти мне другой закроет очи. Не зови, то воля Божья, я останусь у порога. На беспутье, в бездорожье у меня своя дорога. Я один бреду во мраке, но мой дом стоит, как прежде, словно нищий в старом фраке дарит музыку надежды. Не зови, я не покину, не расстаться мне с Россией. Если я под небом сгину, помолись и все прости мне. Не зови, не тронусь с места, я остался в дне вчерашнем. Я в плену твоем, Россия, мне твой плен свободы слаще.